На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Новый созыв, первая сессия. Поздравляю всех депутатов с избранием. Тоже можем поаплодировать нашим депутатам. Кто возглавил обновленный Госсовет, узнал Дмитрий Аренин. Долгожданное новоселье. У нас уже упали руки, и навстречу пошел город все-таки и помог нам. Когда-то обманутые дольщики сегодня будут спать спокойно. Об этом Алия Хайрудинова. Запасаемся водой. Если уж написано, значит мы запас делаем. Насколько казанцы останутся без воды и с чем это связано, расскажет Юлия Муратова. Спешат на помощь. Что не так-то, я не пойму. Я пробку пропустил, что ли? Сколько надо времени, чтобы пропустить? Кто скажет? Ну, сколько секунд должно пройти незамедлительно? Там где-то Убедиться, что нет. С автолюбителями, которые сегодня не пропускали скорую, на дороге пообщался Сергей Хайдар. Первый раз в 6-й созыв депутаты Госсовета сегодня собрались в обновленном почти наполовину составе. И хотя вопросы больше организационные, но интерес к этой сессии был высок как никогда. Кто окажется в президиуме, какие комитеты расформируют, а какие создадут и кто их возглавит. Дмитрий Аренин сегодня знакомился с новым парламентом. Настроение приподнятое, лица счастливые и наполовину в Госсовете новые. Так с новыми портфелями на сессию первый раз пришли депутаты 6-го созыва. Всех избранных парламентариев поздравил Рустам Минниханов. Сформирован работоспособный парламент, в который вошли деятельные и авторитетные люди. Поздравляю всех депутатов с избранием. Тоже можем поаплодировать нашим депутатам. Уверен, несмотря на различия политических взглядов, все вы едины в стремлении добросовестно служить многонациональному народу республики, обеспечить выполнение наказов избирателей. Все вопросы сегодняшней сессии так или иначе были связаны с именами. Предстояло решить, кто из депутатов займет какую должность. Где-то нужно было уже утвердить заранее подготовленный список, где-то, как в случае с избранием председателя Госсовета, сохранялась интрига. Кандидатов было два. От фракции «Единой России» Фарид Мухаммедшин и от фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Оба представили свою программу. Намерен гарантировать, что любые конструктивные инициативы будут рассматриваться в созидательном ключе, вне зависимости от их партийного окраса. Заявляю, что буду четко выполнять свои функции, точно, конструктивно, с соблюдением регламента Госсовета. В итоге большинством голосов председателем Госсовета избрали Фарида Мухаммедшина. Всем огромное спасибо за оказанное доверие, как в той песне. Впереди дорога, позади дорога, впереди, пожалуй, потрудней. Следом места в президиуме заняли заместители председателя. Ими избрали экс-министра Марата Ахметова, Юрия Камалтынова и Татьяну Ларионову. Секретарем, как и ранее, будет Лилия Маврина. Возможно, больше будут направления, связанные с сельским укладом жизни, сельским хозяйством, природоохранной деятельностью. Своих руководителей обрели и комитеты. Их теперь будет 8. Новым комитетом по жилищной политике и инфраструктурному развитию будет руководить экс-глава Зеленодольска Александр Тыгин. Во главу угла работы комитета, на мой взгляд, прежде всего, это вопрос инфраструктурного развития. Если регион инфраструктурно развивается успешно, то все остальные происходящие от этого вопросы, экономики, жилья, они будут решаться намного лучше. В Госсовете вместо представителей 5 партий может остаться 4. Депутат от ЛДПР Эдуард Шарафеев заявил, что после высказываний Владимира Жириновского он поставил вопрос о выходе из партии. Какую позицию займет партия, и, соответственно, дальше уже будем принимать решение. Я просто еще раз хотел обозначить свою позицию по данному вопросу, что мы в республике, в принципе, работаем сплоченно, мы работаем для своих избирателей, и мы, отстаивая интерес Татарстана, всегда будем идти до конца. Мнение парламентария по поводу Жириновского в кулуарах Госсовета поддержал Минтимир Шаймиев. По сути, у нас он ничего не мог брать. И таким, каким был, таким и остался. Что не изменишь. Также сегодня решили, Госсовет Республики в Совете Федерации будет представлять Геннадий Емельянов. Еще утвердили состав президиума Госсовета, его комиссии, а число депутатов, работающих на постоянной основе, увеличили с 20 до 22. Дмитрий Аренин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету 25 сентября. Такое решение принял сегодня Президиум обновленного парламента. Мероприятие, как и ранее, пройдет в Большом концертном зале имени Сайдашева. В этот же день состоится заседание Госсовета. Депутаты рассмотрят 22 вопроса, в их числе установление величины прожиточного минимума для пенсионеров и учреждение медали «Столетия ТССР». Мы сформировались. Еще раз говорю, длинный избирательный марафон закончен. Избирательные лозунги уберем вместе с флагами. Будем работать с людьми. На следующей неделе половина Казани останется без воды, причем на 30 часов. В это время на водоканале будут ремонтировать почти полувековую запорную арматуру. Она буквально на днях дала трещину. Если сейчас не перекрыть подачу на полгорода, завтра будет обезвожена вся Казань. Кого это коснется и как подготовиться, уточнила Юлия Муратова. Эта чугунная арматура – одна из узловых в Волжском водозаборе. Диаметр всего 100 сантиметров, а снабжает почти полгорода. Ей больше полувека, и замену планировали через 2 года. Но пошла трещина, сейчас будет аварийный ремонт. Будут работать порядка 10 единиц техники, 30 человек. Помимо еще под это отключение мы уже запланировали по городу, вот в той части города, замена другой запорной арматуры диаметром от 800 до 100. Это необходимо для, если, не дай бог, где-то авария случается, чтобы наименьшее количество домов могли отключить. Сейчас готовят целый комплекс работ. Демонтаж, сварка, промывка, хлорирование и выравнивание. На все 30 часов. Именно настолько без воды останутся жители Московского, Кировского, Новосавиновского и авиастроительного районов. Это почти 2000 жилых домов и 800 соцобъектов. Мы ведем подготовительную работу, чтобы в тех больницах, где есть реанимация, где тяжелые больные, чтобы была вода в минимальном объеме. Также по населению у нас будет работать 20 водовозок с питьевой водой и такое же количество с технической водой. Уже началось информирование населения. Воду отключат в 10 часов вечера 27 сентября в пятницу. В другие дни отключение помешало бы работе соцобъектов. Чтобы горожане успели запастись водой, на каждом подъезде появится объявление. Если уж написано, значит мы запас делаем. Если дома воды нет, значит мы идем в баню. Я одна живу. 5 литров мне хватит. Могу купить. Исходя из этой информации, объявление ремонтной работы прекратят уже в 4 часа утра в воскресенье. Это значит, что через некоторое время вода появится в жилых домах. Однако ее отключение вовсе не коснется Приволжского, Советского и Вахитовского районов. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Деревня может превратиться в одну большую свалку. Жители села Старое Пальчиково Заинского района забили тревогу. Их негодование вызвал проект рекультивации старого карьера. По их словам, местный сахарный завод намерен свалить туда жом от свеклы. Так ли это на самом деле? В проблеме разбирался Рамиль Галиуллин. Мы о будущем, переживаем, на самом деле. Что будет дальше? Любоваться таким пейзажем осталось недолго. Переживают жители поселка Старое Пальчиково. Все дело в старом карьере, который собираются превратить в полигон. По словам местных, скоро его завалят отходами сахарного завода, то есть жомом. Это остатки сахарной свеклы. О том, что у нас здесь будет полигон от сахарного завода, мы узнали случайно. Было напечатано вот в этой газете мелким шрифтом в разделе «Куплю-продам». Это же не свиньи здесь живут, люди живут. Вот за этими деревьями, вот буквально 15 метров начинаются дома жилые, да? И здесь свалка в черте, считайте, жилого фонда. Как можно так? Новость быстро разлетелась по селу. Главное опасение жителей, что свекольные отходы могут заразить местный источник. Здесь же уже сняли глину полностью, правильно, до песка, здесь песок. Это все отходы будут впитываться, правильно, песок уже он все пропускает. Поймите, под нами озеро. Это, да, у нас питьевая вода, озеро. Вот сейчас уж там здесь 2 метра осталось, вот, под этим карьером. Мы поинтересовались у специалистов, вредны ли остатки сахарной свеклы. По словам экологов, жом относится к отходам 5 класса опасности, то есть никакого вреда для окружающей среды не представляет. Отходами 5 класса опасности можно рекультивировать различные объекты без каких-либо последствий. Более того, я бы назвала отходы сахарного производства, сахарный жом биоразлагаемыми. То есть, в принципе, в какой-то мере это может способствовать повышению плодородия почв на данном участке. В свою очередь, на Заинском сахарном заводе от комментариев отказались. Но руководство исполкома заверило, что для беспокойства у местных жителей повода нет. Мероприятие проводится при контроле Министерства экологии.
Могу успокоить, с уверенностью сказать, на сегодняшний день никаких работ по данному карьеру не ведется. Каких объявлений в СМИ никуда со стороны органов местного самоуправления не подавались, поэтому и разговоры пока об этом не ведутся. Как заверили в исполкоме, просто так начать рекультивацию никто не сможет. Нужен соответствующий проект, согласованный с Министерством экологии. Об общественных слушаниях будет объявлено за месяц. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Заинский район, Казань. Их хождение по мукам, как они сами говорят, наконец-то закончилось. Сегодня в Казани сдали 6-й долгострой в ЖК «Симфония». Это было проблемным наследием обанкротившейся компании «Фон». Дом достроил БРИЗ. С работами управились за год. О долгожданном новоселье Алия Хайрудинова. Вау, класс! Не верится глазам. Алсу Саттарова ждала свою квартиру почти 6 лет. В 2013-м за эту однушку она заплатила 2 200 000 рублей. Тогда обещали управиться за 2 года. В 2015-м новоселье пришлось отложить. Одно время мы выходили даже на одиночные пикеты, которые были запрещены, да? Ходили в Кабмин, нас собирали. То есть все равно помощь города сыграла большую роль для нас. Добрый день, Сегодня в «Симфонии» большое новоселье. И Сурметшин приехал поздравить лично. Сколько лет покажу? Год назад после переговоров город сюда назначил нового застройщика, компанию «БРИЗ». Они дом приняли на стадии каркаса нескольких этажей. У нас 30 проблемных домов было, вот это 18-й. Еще 2 дома мы до конца года сдадим. Желательно, чтобы, конечно, такие программы больше не сталкивались, чтобы люди были. Ну, сейчас закон уже прописал, надеюсь, больше таких лазеек не будет для нерадивых застройщиков. В свои квартиры заедут 180 семей. Ключи им передадут на следующей неделе. Пока жители готовятся к новоселью и думают о ремонте, власти будут думать, как облагородить местность. К примеру, уродующие территорию вот эти вот старые гаражи будут снесены. Обещают, что там появятся новые парковочные места и даже озеро. То есть такая небольшая Швейцария почти в центре города. Сделать безопасный двор для детей, чтобы они могли безопасно выходить, и родители за ним наблюдали из окошка и смотрели, и как бы доступ машин немножко ограничить, чтобы было детям безопасно переходить на свою площадку. В ЖК «Симфония» последний мажорный аккорд поставит 7-й дом. Его сдача запланирована на октябрь. Алия Хайрудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Исторический объект в полной сохранности. Никаких повреждений нет. Такой вывод о состоянии Брандмауэрской стены сделали работники Госкомитета Республики по охране объектов культурного наследия. Сегодня они провели внеплановую проверку комплекса на Большой Красной. Поводом стали сообщения горожан. В соцсетях пользователи опасались, что стена рушится якобы из-за ремонта соседнего здания. Напомним, исторической постройке больше полувека, и она претендует на статус объекта культурного наследия. По словам хозяина соседнего здания, ремонт идет рядом, и стене ничего не угрожает. Мы ведем ремонт гаражей, утепляем, облегчаем крышную конструкцию и утепляем ее. Чтобы сделать ремонт крыши, согласования не нужны. Но вот сейчас уже у нас есть документы, что мы не нарушаем закон, да, у нас абсолютно нормальная деятельность. Потому что везде пишут, что мы какие-то вандалы, которые разрушают памятник архитектуры, он стоит на своем месте, никто его не трогает. Собственник построек проводит ремонт примыкающего здания, гаражного комплекса. Там сегодня устанавливается тропильную систему. Сегодня мы обследовали, никаких рисков нет. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Спешат на помощь. Что не так-то, я не пойму. Я пробку пропустил, что ли? Сколько надо времени, чтобы пропустить? Кто скажет? Ну сколько секунд должно пройти? Незамедлительно, там нет. Убедиться, что нет. С автолюбителями, которые сегодня не пропускали скорую, на дороге пообщался Сергей Хайдар. В Казани на 150 деревьев стало больше. Конечно, для будущего поколения большой подарок. Где сегодня в столице появилась новая аллея? Увидел Рамиль Галиуллин. Для Татарстана очень важны выстроенные отношения стратегического партнерства между промышленными предприятиями республики и Транснефтью. Так сегодня заявил Рустам Минниханов на встрече с председателем правления компании. Николай Токарев прибыл в Татарстан, чтобы поздравить своих коллег с 70-летием. У Транснефть Прикамье сегодня юбилей. Объем оборота, поставки, услуги
значит, инвестиции Татарстан и Транснефть, это свыше 50 миллиардов рублей. И эта цифра растет. Вот, Николай Петрович, мы говорили, у нас были договоренности, вот эти направления, количество предприятий, поставщиков республики увеличилось. Нас результаты радуют, как складываются отношения с руководством республики, с предприятиями, с коллегами. И, конечно, сегодня приятное событие. Это вот 70-летие нашего старейшего предприятия «Транснефти», история которого связана с историей нефтяной промышленности страны и с большой нефтью Татарстана. За 70 лет «Транснефть Прикамье» получила статус одного из крупнейших предприятий в Поволжье. С праздником коллектив поздравил сегодня Рустам Минниханов. Он отметил, что именно компания обеспечивает бесперебойное снабжение региона топливом. С какими показателями встречает праздник, узнала Зарина Ахметова. Дыньков Владимир Леонидович. Электромонтер от Бога. Это про Владимира Дынькова. На службе он 36 лет. Сегодня ему медаль от президента. Ощущения зашкаливают. Настроение отличное. Спасибо всем тем, кто по достоинству оценил мою работу. В юбилей всех работников «Транснефть Прикамье» поздравил Рустам Минниханов. Он отметил, это нефтяные артерии предприятия снабжают топливом весь регион. Благодаря вашему труду обеспечивается стабильная нефтедобыча в республике, компании «Татнефть» и 30 малых нефтяных компаний нашей республики. Успешно развивается нефтеперерабатывающее производство Танаки и Таифинка. Более 2,2 миллиардов тонн нефти столько за 10 лет перекачала АО «Транснефть Прикамье». В составе предприятия 5 районных управлений, 30 нефтеперекачивающих и 5 продуктоперекачивающих станций. Социалка – еще одна отличительная черта «Транснефть Прикамье». Более 173 миллионов рублей предприятие выделило на ремонт и оснащение 30 школ в регионах деятельности. Сегодня «Транснефть Прикамье» – это 7 тысяч километров. Предприятие обеспечивает транспортировку нефти по нескольким регионам страны. Это 205 миллионов тонн. И впереди амбициозные задачи. Это и замена устаревшего оборудования, и импортозамещение. В этом, говорят здесь, чувствуют поддержку правительства республики. В других регионах, коллегам в других регионах могут только хорошо завидовать тому, каким образом должна быть поставлена организация взаимодействия, производства и правительства республики для того, чтобы достигать максимальных целей, достигать максимальных результатов. Один из примеров такого взаимодействия – завод на территории Алабуги. Там будут производить противотурбулентные присадки. Это позволит компании «Транснефть» полностью отказаться от зарубежного продукта. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. К другим темам. Отвлекаются на телефон, не слышат сирену и в итоге не пропускают скорую. Это при том, что в борьбе за жизнь человека важна каждая секунда. Сегодня столичные автоинспекторы и медики устроили совместный рейд. Ловили тех, кто не уступает дорогу карете скорой. Какие отговорки находили нарушители, какие штрафы в итоге получили, расскажет Сергей Хайдаров. Для кареты скорой ситуация обычная. Вой сирены, большая скорость, только на переднем сиденье не фельдшер, а сотрудник ГИБДД выслеживает неуступчивых водителей. Сейчас мы находимся в машине скорой помощи, которая двигается по городу достаточно на высокой скорости. Как меня, так и нашего оператора очень сильно потряхивает. Едем мы из центра и до РКБ, повторяя возможный путь от места происшествия и до больницы. Хочу сказать, что дорогу нам успевают уступать далеко не все автолюбители. Не прошло и несколько минут, как попался первый нарушитель. Мужчина движение скорой затруднил, но вину не признавал. Считал, что отъехал не сразу, но достаточно быстро. 10 секунд, вот я направо поехал, и все. Что не так-то, я не пойму. Я пропустил, что ли? Сколько надо времени, чтобы пропустить ее? Кто скажет? Я не согласен вообще. Сколько секунд должно пройти? Незамедлительно, там нет, не регламентируется секундам. В итоге, если выражаться языком автолюбителей, мужчина прилип на 5000 рублей. Очень дорогой штраф, скажете вы. Таков новый закон, ответят автоинспекторы. Данная статья предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч или лишение водительского удостоверения от 3 месяцев до года. Если ранее это было 500 рублей и лишение водительского удостоверения от месяца до 3 месяцев, то сейчас действительно санкции, так скажем, стали жестче. Самый долгий доезд составляет 10 минут. Рустам Садыков,
работает водителем скорой уже 12 лет. Время для него главный показатель хорошей работы. Сегодня обратился к автолюбителям, от которых в том числе зависят жизни людей. Хотелось бы к ним обратиться, чтобы они были повнимательней. Всех участников дорожного движения города Казани. Могут быть оказаться их близкие родственники, также сами. В карете скорой помощи убедительная просьба уступать. Нарушений становится меньше, но это не повод прекращать профилактику. Такую работу в дуэте автоинспекторы и медики будут продолжать. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ Казань. Аналитика реального времени. Сколько стоит проезд в общественном транспорте крупных российских городов? Читайте в интернет-газете. Кабинет врача на открытом воздухе. Сегодня более 100 казанцев прошли бесплатный медосмотр в Горкинско-Аметьевском лесу. Проверили уровень глюкозы в крови, сняли электрокардиограмму и получили консультации специалистов. Для любителей скандинавской ходьбы тренинг. Проект «Школа здоровья» Казанского медуниверситета проводится уже 8-й раз за это лето. Профилактику прошли более 1000 казанцев. 5,5. У вас хороший результат. Наше здоровье не бесконечно, и за ним нужно следить. В принципе, наш проект приносит неплохие плоды, потому что на многих уже наших мероприятиях мы находили людей, которые не знали, что они перенесли микроинфаркт. Какая-то женщина не знала, что у нее, оказывается, сахар повышен. В парке Горького мы выявили дедушку, у которого вот еще чуть-чуть, и сейчас инфаркт будет, вызвали ему скорую. Сегодня в Казани наградили победителей республиканского этапа чемпионата по профмастерству среди инвалидов Обилимпикс. 450 участников, 46 компетенций, 23 соревновательные площадки. Мастерство по кирпичной кладке, ландшафтному дизайну, флористике и другим компетенциям оценивали эксперты, причем многие из них представители работодателей. Победители защитят честь республики на российском этапе. Пройдет он в конце ноября в Москве. Все эти ребята, без сомнения, трудоустроятся, кто-то раньше, кто-то позже. Насчет дальнейшей судьбы победителей, они, конечно, поедут на национальный чемпионат, где появятся еще дополнительные возможности для трудоустройства. Море положительных, замечательных, море улыбок, море счастья. И, конечно же, это подготовка меня к будущей моей деятельности. Мне бы хотелось в следующем году, чтобы была официальная огласка таким мероприятиям, потому что очень много работодателей просто не знают, что есть такие чемпионаты. Музыка, спорт и культура встретятся на одной площадке уже завтра в Татнефть-арене национальный мультикультурный фестиваль «Сказ.К». Название расшифровывается как «Сказ о Казани». Чаев, Пелагея, Моральный кодекс, Иван Дорн, Брайан Сторм и многие другие зажгут на музыкальной площадке. В спортзале, в спортзоне сразятся лучшие команды по уличному футболу. Особое внимание уделят татарской культуре. Выступят артисты казанского музыкального лейбла, который продвигает современную татарскую музыку и язык. Фестиваль начнется в 11 часов утра. Вход свободный. В Казани на 150 деревьев стало больше. Сегодня на улице Парина заложили новую аллею. На масштабную акцию вышли те, кто стоял за организацией универсиады, сотрудники дирекции спортивных и соцпроектов. Так они отметили 10-летний юбилей. Свою лепту в озеленение внес и Рамиль Галиуллин. Закапываем землей и поливаем. Алгоритм нехитрый, но этого достаточно, чтобы молодые березы прижились, рассказывает Аида Зиеддинова. Конечно, для будущего поколения большой подарок и как воспоминание о наших мероприятиях, так и для них, конечно, радует глаз, когда красивый город зеленый. Конечно, это очень здорово. Как правильно вырастить дерево, не понаслышке знает и Айдар Камильянов. Приходилось помогать родителям на даче. Сегодня уже посадил несколько саженцев. Такая небольшая веха. Конечно, рад. Я уже давно работаю в дирекции. И 10-летие дирекции, это большой этап лично в моей жизни и в жизни моих коллег. Зеленых красок сегодня добавили в сквере на улице Парина. За лопаты взялись депутаты и те, кто стоял за организацией универсиады в Казани. Акцию приурочили к 10-летнему юбилею дирекции и Международному дню студенческого спорта. Как еще один элемент наследия универсиады, именно после Казанской универсиады ЮНЕСКО приняло по инициативе ФИСО решение о праздновании 20 сентября, то есть сегодня, Международного дня студенческого спорта. Сегодня не только в Казани организовываются такие мероприятия, по всему миру. Сейчас во всех университетах, во всех федерациях отмечают сегодняшний Международный день. То наследие, которое осталось в Казани, это дорогого стоит. Общими усилиями здесь поселились ели, березы, рябины и липы. Получилась целая сборная из 150 деревьев.
Принять участие в акции сегодня решил и я. Для посадки выбрал вот такую ель. Дерево крепкое и неприхотливое и должно прижиться на любой почве. Зеленая акция проводится в 5-й раз. Традицию обещают продолжить и в следующем году. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На этом все. Далее о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. А я прощаюсь до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan X-Trail от 1 миллиона 380 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Война с тараканами. Серия средств «Блокбастер». Победа будет за вами. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. День рождения у нас подарки. Вам Datsun от 359 тысяч рублей. Тонна топлива в подарок. Если Datsun, то в Марке. 4 пятерки 3 семерки. Откукукала. Ухожу в телеотпуск на 3 года. За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Лазерная коррекция зрения 18 тысяч рублей за 2 глаза. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон 295 94 50. Спешите видеть в Казанском цирке с 20 сентября и только до 13 октября программа «Цирковой калейдоскоп». Внимание! В аптеках Фарбленд феноменальный кэшбэк 10%. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фарблендом. Внимание! Центр народных художественных промыслов и ремесел, Палата ремесел Республики Татарстан объявляет открытый конкурс «Туристический сувенир Республики Татарстан-2019». Принимают участие все желающие. Заявки можно подать до 25 октября включительно. Вся информация на сайте tursouvenir16.ru. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и сыро. Плюс 9, 11 тепла. На северо-востоке Татарстана аналогичная погода. Днем до 10 тепла. На севере Татарстана сыро и пасмурно, 9-11 градусов выше 0. На северо-западе республики будет облачно и дождливо, плюс 7-8 градусов. На юго-западе Татарстана также пасмурно и очень влажно, плюс 9. В центре Татарстана без осадков не обойдется, до плюс 11. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Ваша семья растет, а квартиры нет? Пора расширяться. Трехкомнатная за 4 миллиона 300 тысяч. ЖК «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Телефон 233 0303. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящихся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮИТ 233 0303. В Казани будет облачно, пройдут дожди. Днем до плюс 9. Ветер слабый, атмосферное давление в норме. Влажность воздуха повышенная. В магнитном поле Земли спокойно. Спонсор прогноза погоды – Банк Нейва. Ценит живое общение.
Люди навстречу людям. Оформи дебетовую карту и получай честный кэшбэк с понятными условиями и выплатой живыми деньгами до 5%. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплатой живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите, будем рады. Банк Нейва. Люди навстречу людям.